Продолжаем освещать самые заметные события. В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Вот о чем расскажем в этом выпуске. Новый толчок к развитию отечественного кинематографа. Из-за санкций якутские кинотеатры поменяли свой репертуарный план на ближайшие месяцы. Сегодня, 3 марта, отмечается Всемирный день слуха. В Национальном центре медицины день открытых дверей в сурдо-логопедическом центре. Остроумная философская история, которая только на первый взгляд кажется простой и привычной. Русский драмтеатр готовит постановку «Академия смеха». Работники российских IT-компаний получили отсрочку от армии до 27 лет. Владимир Путин подписал указ о новых льготах. Касаются они IT-отрасли. Правительству поручено обеспечить ежегодное выделение средств из бюджета на гранты для перспективных отечественных разработок. Кроме того, будут направлять средства аккредитованным IT-компаниям на улучшение жилищных условий работников и повышение уровня их зарплат. Планируют выдавать льготные кредиты по ставке не более 3% на новые проекты. Кроме того, объявлена нулевая ставка по налогу на прибыль. Упростят и процедуры трудоустройства иностранцев в IT-компаниях и получения ими вида на жительство. Также работникам российских компаний в сфере новых технологий дадут отсрочку от призыва в армию до достижения 27 лет на время их работы. Также правительство России в условиях санкций получит дополнительные полномочия, включая возможность в течение года перераспределять бюджетные ассигнования на самые актуальные и неотложные расходы. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин. Он объявил и о новом этапе амнистии капиталов, масштаб которого должен превзойти все предыдущие. Анонсировал новые льготы для отечественных IT-компаний и предложил россиянам вместо валюты покупать драгоценные металлы. Кроме того, правительство и региональные власти получат право оперативно предоставлять отсрочку на уплату налогов. Новый порядок будет действовать в течение всего года. Законопроект по защите россиян предусматривает кредитные каникулы до 30 сентября. Документ опубликован в Думской электронной базе. Отмечается, что законопроектом определяются механизмы поддержки экономического сектора, в том числе упрощающие установленные законодательством России разрешительные и лицензионные процедуры, которые регламентируют осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также особенности регулирования правоотношений в сфере осуществления страховой деятельности в России. В столице республики продолжает свою работу 15-й съезд женщин Якутии. На 13 профильных площадках проходят сессии по разным направлениям, от защиты материнства до вопросов международного сотрудничества. Также участницы съезда не смогли остаться в стороне и выразили слова одобрения, поддержки и солидарности в адрес главы России Владимира Путина в связи со сложившейся ситуацией в Украине. Очень серьезный вопрос. Я, конечно же, в целом вообще полностью поддерживаю решение нашего президента. Мы, конечно, очень хорошо понимаем, что все это делается ради сохранения нашего государства, да, сохранения вообще в целом народа России. Я патриот, я поддерживаю. Мы сейчас, кстати говоря, начали по России, и я здесь тоже куратор, марафон по целям, это по позитивному мышлению, чтобы люди в депрессию не впадали. Такой легкий марафон. В такое сложное время мы должны поддерживать своего руководителя. Между тем, 15-й съезд женщин Якутии и Дальневосточный женский форум позволяют женскому движению сплотить свои усилия в решении определенных проблем. Практикоориентированная сессия в блоке предпринимательства прошла в форме обсуждения. Участники сессии – представители региональных органов власти, некоммерческих и общественных организаций, институтов поддержки в форме диалога говорили о проблемах женского предпринимательства в Якутии. Обсуждали вопросы развития женского предпринимательства, а также продвижения товаров на внешние рынки. Обратите, пожалуйста, внимание, что сейчас происходит бурная работа за моей спиной. Мы решили, что не будет много выступлений и приветственных слов. Нам важно, чтобы каждый предприниматель действительно был задействован и занимал активную позицию. Поэтому мы разбили всех участников на 4 группы. И каждая из них работает по определенному направлению. Это и юридические, финансовые аспекты, это и кадры,
Это и маркетинг, и его переход в онлайн, и взаимодействие общественных организаций, власти и бизнеса. Задача участников, во-первых, поделиться тем, что у них сейчас происходит, рассказать о своих наболевших проблемах и выявить для себя действительные и действенные возможности, с помощью которых они могут улучшить свою предпринимательскую деятельность. Запрет на показы мировых блокбастеров зарубежных кинопроизводителей даст новый толчок к развитию как отечественного кинематографа, так и выходу к прокату других игроков этого рынка. Об этом сообщают эксперты кино. Так, на сегодня якутские кинотеатры уже поменяли свой репертуарный план на ближайшие месяцы. По словам руководителя рекламного отдела кинотеатра «Лена», с предложением показать свои фильмы на них вышли представители Республики Казахстан, Индии и кинопроизводители из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Так что печалиться ограничительными мерами не стоит, так как репертуарный план обещает быть еще более интересным. Помимо этого, городские кинотеатры увеличивают показы и якутских кинокартин. В связи с тем, что основные наши партнеры убрали с проката свои фильмы, нам пришлось переработать наш репертуар. Теперь у нас остались не фильмы, блокбастеры студий, но в то же время есть фильмы независимых компаний, американских студий, европейских студий. Очень много будет, наверное, сейчас азиатского кино. Также на нас вышли наши партнеры из Казахстана, вышли ребята из киностудии, которые занимаются индийскими фильмами. Мы сейчас составляем новый репертуар. Начиная с 10 марта, через каждые 2 недели будут выходить якутские фильмы. В столичных аптеках запаса лекарственных препаратов, которые отпускаются по рецепту, хватает, дефицита не наблюдается. Об этом отмечают не только сами фармацевты, но и население. Так, по словам продавцов аптечных сетей, они полностью обеспечены лекарствами как отечественными, так и зарубежными. Но при этом они сообщают, что на часть не жизненно необходимых лекарств поставщики все же подняли цены. На данный момент они немного повысились на импортные средства. Цены на жизненно важные лекарственные препараты выше предельных, установленных государством, не будут. Это строго регулируется. Большинство импортных лекарственных средств имеют отечественные дженерики. Это препараты, идентичные оригиналу по составу и лечебному действию. Аптеки нашей сети обеспечены жизненно важными лекарственными препаратами, но как себя поведут зарубежные производители, никто сейчас предсказать не может. Поэтому надеемся, что из гуманных соображений поставки лекарственных средств под санкции попадут в последнюю очередь. 3 марта отмечается Всемирный день слуха. В этом году Всемирная организация здравоохранения уделит особое внимание важному значению безопасного прослушивания как средства сохранения здорового слуха на протяжении всей жизни. Так, в рамках этой даты Национальный центр медицины проводит сегодня День открытых дверей в сурдологопедическом центре. Следует отметить, что по данным ВОЗ на сегодня от глухоты и нарушений слуха по всему миру страдает примерно 360 миллионов человек. И только ранняя диагностика в большинстве случаев помогает не допускать или предотвратить прогрессирование снижения слуха. Причин на самом деле очень много возникновения тугоухости. Это и пороки развития во внутриутробном периоде, воспалительные изменения уха, механические повреждения, это акустические травмы тоже могут сыграть свою роль. Опухоли органа слуха может быть, перенесенные инфекционные заболевания очень большой процент составляет. Прием некоторых тоже лекарственных, так называемых ототоксических препаратов тоже могут влиять. И, конечно же, возрастные изменения тоже влияют. Прием заявок на конкурс грантов главы Якутии на развитие гражданского общества завершился 2 марта. Всего поступило свыше 360 заявлений. Сообщается, что большее число заявок зарегистрировали из районов республики – 221, из Якутска – 143. Наибольшее количество участников отметили по направлению деятельность в области культуры, искусства, содействия духовному развитию личности. Туда поступило 67 заявок. В конкурсе на получение грантов принимает участие только
социально ориентированные некоммерческие организации, зарегистрированные и ведущие свою деятельность на территории республики. Также до 15 марта 2022 года можно сдать заявки на конкурс Фонда президентских грантов на сайте президентскиегранты.рф. Остроумная философская история, которая только на первый взгляд кажется простой и привычной. Русский драмтеатр готовит постановку по пьесе японского драматурга, но, несмотря на это, применима ситуация и к настоящему времени. «Академия смеха» – так называется спектакль. В нем участвуют всего 2 актера. Но свою роль сыграют и декорации, которые выступят словно арена для борьбы. Споры и непринятие, разногласия и отстаивание точек зрения цензора и автора, но в итоге перерождение и создание чего-то совершенно нового и удивительного. Об этом поведает спектакль «Академия смеха». Премьера состоится уже завтра, 4 марта. Руководство театра уверяет, что подобных постановок в репертуаре русского драматического еще не было. Здесь у персонажей, которые находятся внутри этого спектакля, происходит поворот на 180 градусов. Они меняются. Я боюсь что-то сказать лишнего, то есть спойлер такой выпустить в эфир. Ну, в общем, это очень интересная история. Это про черное и белое, и про все то, что это неоднозначно, все, что с нами происходит. Я даже удивился, что здесь нет отрицательных персонажей. На первый взгляд они могут показаться таковыми, но когда досмотрите до конца спектакль или дочитаете пьесу, вы понимаете, что не все так однозначно. Улица Сдержинского в Якутске будет перекрыта на 1 час в связи с проведением шествия в национальной одежде 5 марта. Шествие посвятят Году культурного наследия народов России, говорится в сообщении. С 11 до 12 часов по местному времени перекроют участок от улицы Федора Попова до площади Орджоникидзе. Маршрутные автобусы проложат движение согласно разработанным схемам объезда. С ними можно ознакомиться на сайте мэрии Якутска. НВК «Саха» покажет турнир «Хангалас-Хапсагай» 5 и 6 марта. Смотрите в субботу и воскресенье с 14:30 по якутскому времени на телеканалах НВК «Саха», «Мамонт», а также на YouTube-канале НВК «Саха». Трансляция соревнований первого дня 5 марта продлится до 18:00, 2 до 20:00. Также телеканалы в прямом эфире можно смотреть через мобильное приложение НВК «Саха». Традиционный турнир в этом году пройдет уже в 25-й раз. К этому часу это все новости. До новых встреч в эфире.